Ассаламу алейкум, хурматли милләттәштәр, хаумагы дустар, здравствуйте, уважаемые подписчики моего канала. Сегодня я вам расскажу о том, как башкиры даже не десятилетия, а столетиями боролись за свою свободу, за свою независимость, за право жить свободно на своей земле. Потеряли огромное количество людей, батыров, сколько крови было пролито. Сколько людей было репрессировано, но башкиры не сдавались и из раза в раз поднимались на борьбу за свои права. Об этом я хотел бы сегодня с вами поговорить. Но прежде чем я начну, я прошу вас подписаться на мой канал, поставить лайки, помочь с распространением этого видео. Пишите в комментариях, что вы об этом думаете. Ну а я погружусь в историю. Башкирское национальное движение зародилась много лет назад. Тогда, когда русские, нарушая все подписанные ранее договоры, начали захватывать территории башкирских родов, ущемлять местное население в правах, облагать его непомерными налогами и насильно обращать башкир-мусульман в христианскую веру. Именно тогда и начались первые попытки отделиться от русских и создать свое собственное независимое национальное государство. Официально считается, что первая большая война между башкортами и русскими состоялась в 1662-1664 годах под предводительством Сары-Мергена, Арсланбека Бакина, Азнагула Урускулова и других башкирских вождей. То есть практически через век с момента так называемого вхождения первых башкирских племен в состав московского государства. Но надо сразу спросить, было ли это вхождение добровольным? Русские историки и шежере, это родословные летописи, башкирских родов говорят нам о том, что оно было добровольным. Но надо учитывать, что все известные на сегодня шежере таких башкирских родов, как Юрматы, Табын, Кыпсак, Мын, Тамьян, Бурьян и другие записаны в 19 веке со слов устных рассказчиков. Сколько там правды, а сколько выдумки, неизвестно. Надо также учитывать, что в 19 веке все документы, а шежере рода это безусловно документ, записывали муллы. Кто же такие муллы 19 века? Это проводники царской политики, которые получали жалования и полностью зависели от царской власти. В 1788 году указом немки Софьи Августы Фредерики Ангальд-Цербской, известной как императрица Екатерина II, которая захватила власть после убийства своего собственного законного мужа, русского императора Петра III, было учреждено Оренбургское Магометанское духовное собрание, ОМДС. Оно было создано по просьбе уфимского наместника Осипа Ильгельстрома для того, чтобы это государственное учреждение испытывало лиц духовного звания и отбора среди них благонадежных. Первый муфтий ОМДС был Мухаммеджан Хусаинов или Гусейнов. Он был полностью верен государству и проводил политику приведения в послушание имперской власти мусульманских народов, в первую очередь татар и башкир. Именно он назначал в башкирских мечетях проверенных и благонадежных мулл. Используя религию, эти муллы убеждали прихожан в том, что власть дана от Аллаха, что ей нельзя сопротивляться, нельзя роптать на свою участь, нельзя подниматься на восстание. Можно сказать, что с тех пор и прекратились башкирские восстания. И сегодня, на данный момент, многие российские муллы находятся точно так же под колпаком у чекистов и под подпиской, продолжая продвигать политику Москвы в мусульманские массы. Однако раньше, когда не было никакого государственного духовного управления у мусульман, у башкир были свои духовные лидеры, которые сами неоднократно начинали войны и через свои проповеди и воззвания поднимали большие восстания. К таким лидерам относятся Саид Ягафаров, Батырша, Киндзя Арсланов, Салават Юлаев и другие. Так стоит ли доверять записям верных мулл, которые переписывали башкирские шежере? И кто даст гарантию, что тот или иной мулла по указанию сверху
не вписал туда нужные слова о том, что башкиры добровольно вошли в состав московского государства. Я считаю, что это было не вхождение в состав на правах вассалов, а это был союз равноправных народов на определенных условиях, что и было закреплено в договорах. Не думаю, что башкирские лидеры тех времен были глупыми людьми. Они были достаточно мудрыми руководителями и прекрасно понимали, что русские, которые только что на их глазах уничтожили Казанское и Астраханские ханства, это были не белые и пушистые зайчики, а жестокие и коварные завоеватели, которым нет никакой веры. Но башкирам нужна была передышка, чтобы восстановить свои силы и пополнить ряды после нескольких лет голода и падежа скота. Не стоит забывать, что после того, как с южных башкирских земель откочевала Ногайская Орда, вместе с ногайцами ушла и часть башкир, что тоже довольно сильно ослабило нас. Заключив равноправный договор, башкиры смогли целое столетие спокойно развиваться на своих землях. Они выросли в численности в несколько раз, стали достаточно зажиточными. Развивали свои ремесла, кузнечное дело, торговали с соседями, рудное дело. И самое главное, они смогли за этот век окончательно сформироваться из разрозненных племен в единый народ – башкортов. Соответственно, наглые притязания русских на права и земли башкир вызвали яростное сопротивление со стороны последних. Война 1662-1664 годов закончилась полной победой башкир и удовлетворением всех их требований, а также подтверждением всех предыдущих договоров. Следующая война 1681-1684 годов под предводительством Сеита Ягафарова, Кучука Юлаева и других лидеров началась из-за попытки насильственной христианизации. В ходе этой войны, как утверждает авторитетный башкирский историк и языковед Акрам Бейш, среди башкир выработалось четкое понимание, что пора окончательно рвать с этим московским государством и начинать жить независимо. Начались попытки воссоздания своего ханства, которое у нас было утрачено после нашествия монголов. Начался и поиск самих ханов из своих же башкир. Крупный башкирский феодал и религиозный деятель Сеит Ягафаров был объявлен башкирским Сафар-ханом. После трехлетней войны с Москвой и поражения в главном сражении с русскими войсками следы башкирского Сафар-хана теряются. Но, как говорится, поражение в сражении – это еще не поражение в войне. Все-таки в итоге эта война, как и прежняя, закончилась победой башкортов. От затеи христианизации башкир Москва полностью отказалась на тот момент. Московские цари подтвердили прошлые договоры с башкирами и временно отступили. Война 1704-1711 годов между башкирами и русскими вообще сделала Башкорт-Иле на целых 30 лет практически независимой страной. Началась она с того, что обнаглевшие русские завоеватели вновь возомнили себя хозяевами на башкирской земле. Новый царь Московского царства Петр I остро тогда нуждался в финансах, и было решено вновь подступиться к башкирским землям. Прошедшая 40 лет назад война между русскими и башкортами забылась. Прибывшие сборщики налогов собрали башкирских старшин у подножья Уфы, сегодня это Уфимский городской пляж реки Агидель, и объявили, что указом вводится 72 новых налога, в том числе на мечети, мул и на каждого приходящего в молитвенный дом. В указе также говорилось, что мечети нужно строить только по образцу христианских храмов, устраивать кладбища рядом с мечетями, фиксировать заключение браков и смерть прихожан мулом только в присутствии русского священника. Все это было воспринято как прямой шаг к будущему полномасштабному насильственному крещению, конечно же. Башкиры не стали долго слушать всех этих русских сборщиков налогов и просто избили их. Добавлю, что среди этих налогов были и абсолютно абсурдные налоги. Например, налог на цвет глаз. За черные и карие глаза башкиры должны были платить 2 алтына, то есть 6 копеек. За серые глаза 7 алтын, 21 копейка. За зеленые по 10 алтын, 30 копеек. Голубые 13 алтын, 39 копеек. Также одной из причин войны было то, что Уфимский уезд
переподчинили Казанскому краю, а это башкиры воспринимали как нарушение договора. После избиения сборщиков налогов, прибывший в Уфу для устрашения башкир полковник Александр Сергеев собрал башкирских старшин, мул и ахунов и потребовал от них 20 тысяч лошадей и 4 тысячи воинов для русского войска. Башкиры отказали. В то время Петр I вел Северную войну со шведами. Тогда Сергеев хитростью пригласил башкирских лидеров на пир, где устроил им самую настоящую экзекуцию в виде насильственного спаивания алкоголем. Башкиры-мусульмане, они не пили, последующими избиениями и истязаниями. Естественно, после того, как весть об издевательствах над известными и уважаемыми башкирами разнеслась по всему Башкорт-Иле, башкиры поднялись на очередную войну. В этот раз за дело взялись основательно. Были уничтожены и сожжены практически все монастыри и русские села на территории Башкорт-Иле. Русских поселений практически не осталось на башкирских землях. Москва запросила переговоры. От башкир на переговоры в Москву отправилась делегация из 8 человек во главе с авторитетным башкортом Дюмеем Ишкеевым. Но партия войны от русских взяла верх. И Дюмея Ишкеева, и других башкирских делегатов арестовали. Впоследствии Дюмея Ишкеева казнили. Естественно, после такого вероломства ни о каких переговорах не могло быть и речи. И башкиры с новой силой взялись за оружие. Они избрали на всебашкирском Йеене очередного башкирского хана. Им стал Хази-хан из рода Юрматы. Хази-хан не планировал ограничиться освобождением только башкирских территорий. В этот раз они решили напасть на Казань и освободить казанцев от русского ига. Для этого нужно было заручиться поддержкой турецкого султана и крымского хана. К ним был послом отправлен Мурат Султан. Он же на обратном пути должен был поехать на Кавказ и поднять там восстание. Сразу забегу вперед, скажу, что у него это получилось. Встретившись с крымским ханом и турецким султаном, башкиры не получили поддержки, что в будущем сказалось на том, что Башкорт-Иле так и не обрел полной независимости. Разгромив значительные русские силы, 1300 солдат полка Хохлова, полка Рыдаря и полка Аристова, под священной для башкир горы Юрактау, башкирское войско двинулось в сторону Казани. Оставив небольшие башкирские отряды для блокирования крупных крепостей на территории Башкорт-Иле, основные войска башкир, где-то примерно от 30 до 40 тысяч воинов под предводительством Кусюм-Батыра, это Кусюм-Тюлекеев, Алдар-Батыра, Алдар Исянгильдин, Москова-Уразаева, Исмаила-Мулы, Якупа Кулметова, Куразмана-Батыра, Куразман-Уразов, перешли за реку Каму и вторглись на территорию Казанского края. Чтобы вы понимали масштаб той башкирско-русской войны, просто оцените размах вторжения башкир на территорию Казанского края. Отряды башкир осадили такие сегодняшние города Татарстана, как Мензелинск, Елабугу, Заинск, Новошишминск. Были захвачены и сожжены такие крупные села, как Шуран, сегодня это Лаишевский район Республики Татарстана. Отряды Кусюм-Батыра захватили и разорили Ильбахтин монастырь, село Амары и Мамадыш, сегодня это город Мамадыш Республики Татарстан. Отряды Исмаила Мулы захватили село Чистое поле, нынешний город Чистополь Республики Татарстан. Отряды башкир под предводительством Кусюм-Батыра и Алдар-Батыра захватили село Чепчуги, сегодня это село Чепчуги Высокогорного района Республики Татарстан. И подошли на расстояние в 30 километров уже от самой Казани. Некоторые даже отряды башкир начали уже переправляться на правую сторону реки Идель, Волги. Ставкой башкирского войска служило село Савруши Казанского края. На сторону башкир начали переходить отряды казанских татар, марийцев, чувашей. Но все равно этого было мало. Башкорты ждали восстания всего Казанского края. В планах башкирского хана Хази было восстановление независимости Казанского ханства. Отряды Москов-Уразаева двинулись на Вятский уезд, сегодняшняя Кировская область, где захватили и разорили село Вятские Поляны. Сегодня это город Вятские Поляны Кировской области. Осадили село Уржум,
Сегодня это город Уржум Кировской области. Сожгли Спасско-Чепёнчкин монастырь. Захватили населенные пункты Узга, Силты. Сегодня это райцентр Силтинского района Республики Удмуртия. Пудга, село сегодня Большая Пудга Можгинского района Республики Удмуртия. Вот представляете, какой размах был? Кировская область, Татарстан, Удмуртия. Отряду Куразман-Батыры около 1700 человек разбили посланный против башкир драгунский полк полковника Шереметьева. Но на помощь царским войскам пришли калмыки в количестве 10 тысяч под предводительством Аюки хана. После нескольких сражений с войсками князя Хованского и калмыцкого хана Аюки, так и не дождавшись настоящего восстания, башкорты отошли на свои земли и там закрепились. Царь Петр I, потрясенный мощью башкир, вынужден был оставить их в покое. На 30 лет Башкорт-Иле, как и прежде, стало практически полностью независимым государством, скрепленным только договором с Москвой. Только в этот раз Башкорт-Иле было практически очищено от русского населения. Эти три перечисленных восстания закончились победами башкир, когда Москва была вынуждена постоянно подтверждать условия договора с башкортами, на который она подписалась еще в середине 16 века. Однако, хоть и отстояв силой и кровью свои права, башкиры не развили успех. Они не стали добиваться полной независимости и создания своего государства во главе с башкирским ханом. Эта ошибка привела к тому, что к следующему наступлению на Башкорт-Иле в 1735 году Москва подготовилась очень тщательно. В результате проведения в жизнь Оренбургской экспедиции и вспыхнувшей вследствие этого очередной башкирско-русской войны 1735-1740 годов, Башкорт-Иле уже тогда потерял свою относительную независимость и превратился в обычную губернию. Эту войну башкиры проиграли, и русские на правах победителей уже не церемонились с проигравшими. Башкорт-Иле окружили сетью укреплений на юге и на юге-востоке, так называемая Оренбургская крепостная линия. На востоке была построена сеть челябинских крепостей. Башкир отрезали от своих родственников, от самого близкого народа, казахов. Сделав Башкорт-Иле внутренней губернией, власть пыталась добиться того, чтобы башкиры забыли о своей независимости. Был введен запрет на проведение еинов. Еин — это сходы башкир. Сожжена была и разрушена Азиева мечеть, которая являлась культовым местом башкир, где принимались важнейшие решения, касающиеся жизнедеятельности всего башкирского народа. Был установлен запрет на кузнечное ремесло. Башкирам запрещалось изготавливать любое оружие. Небашкирскому населению был введен строжайший запрет на продажу башкирам огнестрельного и других видов оружия. В ходе этой войны, по официальным государственным источникам, погибло в сражениях, впоследствии было казнено, сослано на каторгу и роздано в крепостные более 60 тысяч башкир. Более 800 башкирских деревень было сожжено. Десятки тысяч голов скота было угнано. Много башкир, спасаясь от репрессий, убежало к казахам и каракалпакам, что привело со временем к неминуемой ассимиляции в этих народах. Чтобы вы понимали размеры катастрофы, по данным американского историка Алтона Данелли, на тот момент в Башкорт-Иле проживало примерно около 100 тысяч башкир. Среди башкирских историков репрессии в ходе 1735-1740 годов считается первым геноцидом башкирского народа. Надо непременно добавить, что, делая очередную попытку стать независимыми, башкиры и в этот раз выдвинули своего хана из башкирской среды. Им стал башкорт из рода Юрматы Мендигул Юнаев, которого нарекли ханом Карахакалом. После поражения в войне царские каратели не смогли его схватить, и он скрылся в казахских степях. Восстание башкир, уже не война, а именно восстание 1755-56 годов, не отличалось такой массовостью, как прежние башкирско-русские войны. Это был очередной ответ на усиливающееся закрепощение, увеличение налогов, массовое расхищение башкирских земель. Башкирам запретили добывать соль, обязав их покупать ее в казенных магазинах
по высокой цене. По указу Сената от 16 марта 1754 года ясак был заменен покупкой соли из казны, что привело к увеличению налога в 5-6 раз. Также было введено суровое правило: башкорты не имели права держать огнестрельное оружие. Если оно у кого-то обнаруживалось, то у владельца отбиралась лошадь в пользу доносчика, если на него донесли. Во всех селах были закрыты кузницы. Ни один башкир не имел права выезжать из своего села без специального разрешения. То есть башкир медленно и верно из народа воина опускали в сословие бесправных крестьян. Свою роль в этом сыграли ошибки прошлых войн с русскими. Отказ в поддержке со стороны Турции и Крымского ханства. Нежелание других народов массово подняться вместе с башкирами на войну за свою свободу. А также то, что главная цель, независимость Башкорт-Иле, так и не была достигнута. Готовил это уже запоздалое восстание мишарский мулла Габдулла Галиев, по-другому звали его Батырша. Весной 1755 года он обратился к мусульманам края с обширным воззванием Тахриз-Наме, в котором призвал всех мусульман на Газават, священную для мусульман войну. Восстание планировалось начать летом. Рассылались гонцы, готовилось оружие. Но началось оно раньше. В Бурзянской области башкиры, взбешенные наглым поведением начальника горно-изыскательной партии Брагина, который избивал башкир, насиловал девушек, его убили. Так началось восстание. Батырша был вынужден примкнуть к восставшим. Хоть воззвание Батырши было обращено ко всем мусульманам Урала и Поволжья, вновь, как и 20 лет назад, поднялись в основном одни башкиры. К сожалению, другие народы в очередной раз массово не поднялись и не поддержали восставших. Так как к тому времени Башкорт-Иле уже находился в окружении сети крепостей, то восстание подавили довольно быстро. Со всех сторон на восставших башкир было направлено 25 тысяч солдат, драгун, казаков. По призыву русской императрицы часть казанских татар приняли участие в подавлении башкирского восстания. Согласно исследователю Кеппену, численность татар, участвовавших в подавлении восстания, составляла около 5000 человек. В итоге сами же мишари и схватили и сдали Батыршу царским властям. Это сделал мишарский старшина Осинской дороги Сулейман Диваев. Башкиры успели вновь немножко почистить от русских свою землю, разрушить несколько заводов, сжечь десятки русских деревень, уничтожить несколько русских отрядов драгун, но на большее у них уже не хватило сил. Вспоминая репрессии прошлой войны, башкиры с семьями начали массово уходить к казахам. Некоторые казахские рода приняли и укрыли башкир, а другие, поддавшись словам губернатора Неплюева, начали захватывать их имущество, жен, отбирать скот. Из-за подобного поведения российских чиновников башкирско-казахские отношения очень сильно обострились. Таким образом, империя стравливала друг с другом родственные народы – татар, башкир, казахов, которые находились в условиях колониального гнета. Изменилось ли что-нибудь в наше время? Нет. Все так же Кремль устраивает провокации и плетет интриги среди башкир и татар, а наши народы ведутся на них. Хоть царское правительство и пошло на некоторые уступки, а именно подтвердило существующий договор с башкортами, все же репрессии были достаточно жесткие и массовые. Башкиры усвоили урок и поняли, что в условиях, когда их плотно инкорпорировали в российскую государственность, а земли окружили крепостями, подниматься одним против империи нельзя. В 1773 году, когда Емельян Пугачев объявил себя чудом спасшимся императором Петром III, башкиры не сразу примкнули к восстанию. Они внимательно наблюдали и выжидали. И только после того, как войска Пугачева осадили ненавистный башкирам Оренбург, а в его штабе появился авторитетный среди башкирского народа старшина бушман Кипчакской волости Киндзя Арасланов, который и составил воззвание к башкирам, башкиры начали массово переходить на сторону Пугачева. Нет смысла описывать весь ход этой начавшейся большой гражданской войны. Можно только сказать, что башкиры в очередной раз ухватились за возможность отсоединиться от ненавистной России и создать свое собственное государство.
Да, они теперь понимали, что в одиночку справиться с царскими войсками у них уже нет сил. А вот попробовать это сделать вместе с русскими и другими народами Российской империи можно. Понятно, что мысли об отсоединении от России витали не столько в головах простого башкирского народа, сколько плотно осели в умах элиты, башкирской элиты, старшин, тархан, муллов. Все они прекрасно знали, что Емельян Пугачев самозванец. Многие из них часто бывали в Москве и Санкт-Петербурге и видели в лицо лично самого Петра III. Башкирские лидеры понимали, что Пугачев лже-царь, но они шли не за ним, они шли за своей свободой и свободой Башкорт-Иле. В одной только Уфимской провинции из более чем 125 старшин в восстании приняли участие 77 башкирских и 37 мишарских старшин. Отказались поддержать Пугачева 12 старшин, 9 башкирских и 3 мишарских. Среди башкирских предводителей в пугачевском войске был один генерал-фельдмаршал, один генерал, один бригадир, 2 главных полковника, 49 подполковников и полковников и 9 атаманов, 32 походных старшины, 13 ясаулов, 22 сотника. Из 47 башкирских полковников и генералов в войске Пугачева 41 были представителями башкирских феодалов. Покажите мне сегодня хоть одного действующего или бывшего главу района Республики Башкортостан, министра, бизнесмена, который бы открыто выступил против Кремля. Таких нет. Современная башкирская элита при любом противостоянии либо тихо сидит, выжидая, чем все закончится, либо активно помогает подавлять протесты башкир. Ну и напоследок хочу рассказать, почему среди всех башкирских феодалов выделился и остался в памяти именно Салават Юлаев. Ведь были более известные и более крупные башкирские военачальники, как, например, начальник штаба Кинзя Арсланов, бывший депутат уложенной комиссии Базаргул Юнаев, руководивший осадой Уфы Каскын Самаров, не проигравший ни одного сражения Каранай Муратов и многие другие авторитетные башкорты. После того, как Пугачев был разбит, а война за пределами Башкорт-Иле затихла, восставшие башкиры продолжали крепко удерживать в своих руках башкирские территории. Екатерина II была злобной и жестокой, но умной. Она понимала, что башкиры, замазавшись в войне против имперской власти и помня страшные репрессии после прошлых войн, будут сражаться до конца. Поэтому она обратилась к башкирским старшинам с предложением о помиловании, обещая всем, кто принесет повинную, полное прошение, сохранение состояния и всех былых привилегий. Посовещавшись, старшины решили принять предложение Екатерины II и принесли повинную. И действительно, все они были прощены. Единственный, кто отказался приносить повинную, это был Кинзя Арсланов, который успел скрыться в казахских степях, и Салават Юлаев. Салават Юлаев со своим отрядом достаточно долго оказывал сопротивление, скрываясь в горах Каратау. К нему лично, через генерал-майора Павла Потемкина, обратилась Екатерина II, обещая прощение, если он сдастся. Но Салават Юлаев вновь отказался. В итоге его все же поймали. Салават Юлаев и его отец Юлай Азналин не были казнены. Их наказали более жестоко. Их били кнутами, вырвали ноздри, клеймили буквами «З» – злодей, «Б» – бунтовщик и изменник. И отправили на вечную каторгу в далекую крепость Рогервик на Балтийском море. Сегодня это город Палдиски, Эстония. Так молодой батыр Салават Юлаев принял наказание за всех восставших башкортов, что осталось в памяти народа. Царская власть максимально попыталась придать забвению его имя. Была сожжена не только его родовая деревня Тикеево, но еще и ближайшие 7 других деревень, где жили родственники Салавата Юлаева. Было запрещено упоминать его имя, было запрещено называть его именем детей. Но память башкирского народа более крепкая и сильная, чем запреты колонизаторов. Сегодня Салават Юлаев – национальный герой башкирского народа. Нет более популярного имени среди башкир, чем Салават. Ну а сколько различных объектов названы в его честь в республике,
не сосчитать. Однако мечта башкирского народа получить независимость вновь отодвинулась на долгие-долгие годы. Следующий этап башкирского национального движения наступил только через 140 лет. В 1917 году, когда рухнула Российская империя, и перед башкирами открылась уникальная возможность обрести свою собственную государственность. Этой возможностью воспользовалась тогда команда башкирских пассионарных интеллектуалов во главе с их лидером Ахмед Заки Валиди. Поняв, что наступило время, когда нужно действовать, незамедлительно действовать, пока позволяют события, команда башкирских националистов наконец-то осуществляет давнюю мечту башкирского народа, формирует свою собственную башкирскую государственность. Пусть и усеченную, пусть в составе Федеративной Демократической России, но все же свою автономную республику в очерченных границах. Быстро организовавшись, они провели 3 всебашкирских курултая с делегатами от всех башкортов. Образовали республику, сформировали правительство, создали милицию, органы управления, а также свою башкирскую армию. Поддержка башкирского правительства местным населением, башкирским населением, была просто огромной. Башкиры помогали деньгами, давали кров, продовольствие. Желающих идти добровольцами в башкирское войско было очень много. И именно наличие военной силы заставило с башкирским правительством считаться. Уважают и боятся и разговаривают всегда с теми, у кого есть сила. Запомните это. Башкорты смогли не только дать отпор, но и навели полный порядок на территории своей республики. Изначально они не хотели влезать в начавшуюся гражданскую войну между красными и белыми. Но находясь в эпицентре всех этих бурных политических и военных событий, в итоге вынуждены были выступить за одну из сторон. Сперва они выступили на стороне белых. О том, как воевали наши воины, говорит такой маленький факт. Когда башкирские полки в составе белых войск освободили город Екатеринбург, жители города подарили башкирам в знак благодарности собственноручно изготовленное знамя, на котором было написано «Благодарные жители Екатеринбурга башкирам». Могли бы мы тогда создать свое независимое государство? Скорее нет, чем да. Что белые силы, что красные рассматривали территорию рухнувшей уже Российской империи как свою. И даже признавая национальные республики, видели их только как встроенные в единую Россию. Многие народы не имели опыта государственного строительства и довольствовались усеченной автономией в составе советов. Надо также признать, что идея построения коммунизма у большевиков была очень сильной. Она влияла на умы огромных масс людей, которые поверили этой идее и пошли за ней. Стать полностью независимыми смогли тогда только Польша, Финляндия и Балтийские республики. И то на время. Но все же процесс обретения своей собственной государственности среди народов России уже был заложен. Оставшиеся в составе Советского Союза народы, на примере тех стран, что смогли добиться независимости, увидели, что можно жить в своем собственном национальном государстве. Да, они попытались, но не смогли в силу тех или иных причин. Пока не смогли. В тех бурных и кровавых событиях пришлось с лихвой заплатить за свою республику жизнями тысяч башкир. Впоследствии, когда советская власть уже укрепилась, были репрессированы практически все, кто строил первую башкирскую республику. Заки Валиди был вынужден бежать за границу. Во многом благодаря его воспоминаниям мы знаем, как зарождалась Башкирская республика и сколько всего пришлось пережить ее отцам-основателям. Подписание соглашений между правительством Республики Башкортостан и правительством Центральной советской власти 20 марта 1919 года было вынужденной мерой ради сохранения башкирской государственности, Башкирской республики. Заки Валиди знал, что этот договор точно так же нарушит, как были нарушены договоры между башкирскими племенами и Москвой в середине 16 века. Что и произошло уже через год. После принятия 19 мая 1920 года декрета, по которому все права нашей Башкирской республики были нарушены
и практически все права у нашего правительства, башкирского правительства, были отобраны. Наша республика была практически лишена политических и экономических прав, гарантированных соглашением. Когда Заки Валиди высказал Ленину в лицо свое возмущение этой подлостью, тот цинично ответил, что подписанное ранее соглашение 1919 года не стоит и клочка бумажки, на котором оно было написано. Так Москва обманула в очередной раз. В 1991 году перед башкирами вновь открылось окно возможностей. Башкортостан и в этот раз поднялся еще на одну ступеньку выше, чем 74 года назад. Немножко дотронулся до открытой двери под названием «Независимость», но не решился в нее шагнуть. Национальный подъем в республиках был тогда очень сильный. Москва же была слабой. Можно было пробовать, но не стали, испугались. Москва, понимая, что на данный момент является очень слабой, пошла на очередную хитрость. Президент России Борис Ельцин, проехавшись по всем ключевым республикам и регионам и пообещав столько суверенитета, сколько сможете проглотить, инициировал подписание федеративного договора. Чеченская республика Ичкерия отказалась подписывать федеративный договор и пошла в этом до конца, вплоть до войны за свою независимость. Татарстан тоже отказался подписывать, но как только выторговал для себя отдельные преференции, все равно подписал. Башкортостан в лице его президента Муртазы Рахимова подписал сразу. Но если бы Башкортостан и Татарстан тогда не подписали бы договор с Москвой и поддержали бы Ичкерию и тоже объявили бы о своей независимости, то я сомневаюсь, что у Москвы хватило бы сил вести войну сразу с тремя такими крупными национальными республиками, как Татарстан, Башкортостан и Ичкерия. Татары, башкиры и чеченцы – это три крупнейших мусульманских народа России, которые в общей своей массе составляют около 7-9 миллионов человек. И не факт, что Кремль отважился бы затевать с ними войну. Да и мировая общественность, особенно мусульманский мир, следила бы более пристально за судьбой этих мусульманских республик. Даже если бы не получилось добиться тогда независимости, то как минимум вместо федерации можно было бы создать конфедерацию. Надо было только проявить твердость и готовность идти до конца. Имея горький опыт подписания таких соглашений, башкирское национальное движение было против договора с Москвой. Когда первый президент Республики Башкортостан Муртаза Рахимов в 1992 году вернулся из Москвы с подписанным федеративным договором, то башкирская интеллигенция встретила его с плакатами, резко осуждающими этот шаг. Например, с плакатом против подписания договора стоял председатель Башкирского народного центра «Урал», или БНЦ «Урал», как его называют, Марат Кульшарипов. Башкирская молодежь из Союза башкирской молодежи, такая националистическая башкирская организация, СБМ, вообще закидала Муртазу Рахимова снежками с криками «Позор!». В 1994 году был подписан еще один договор, который команда Рахимова преподнесла как триумф башкирской политики. Но на самом деле это было уже окончательное закрепощение Республики Башкортостан. Как мне рассказывал один из участников подписания договора 1994 года, сам он на тот момент был самым младшим членом в составе этой делегации, башкирская делегация с восторгом и воодушевлением приняла тот документ. Как же? Ведь это был не просто федеративный договор, как у всех других регионов. Это был отдельный двухсторонний договор о разграничении предметов ведения и взаимном делегировании полномочий между органами государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти Республики Башкортостан. Такой договор был еще только у Республики Татарстан. Когда этот самый младший член делегации сказал своим старшим товарищам, что не стоит так радоваться, так как Москва уже в ближайшее время в очередной раз обманет башкир, они на него накинулись с криками: «Ты ничего не понимаешь, ты еще молодой, ты еще ничего не видел».
Через 10 лет Москва в очередной раз обманула башкир и отказалась продлевать договор с Башкортостаном. Это был уже третий в истории раз, когда Москва в одностороннем порядке нарушала свой же собственный договор с башкирами. Понимал ли тогда Муртаза Рахимов в 2010 году, как он ошибся, когда его, как всенародно избранного президента, одним решением московских властителей скинули с поста президента Республики Башкортостана? Напомню, это был уже 2010 год. Думаю, да, понимал. Впоследствии он, наверное, неоднократно пожалел о своем решении 1992 и 1994 годов. Будет ли еще шанс на обретение долгожданной независимости у нас? Я уверен, что такой шанс будет уже в самом ближайшем будущем. И мы, осознавая опыт и понимая прошлые ошибки, ни за что не упустим его. Ибо нет ничего более ценного и высшего, чем свобода и независимость для твоего народа, для твоей родины. Мечта любого народа – стать хозяином на своей земле, самому решать, как управлять своим государством, самому принимать политические и экономические решения. И если этот народ находится в порабощении, то он просто обязан постоянно бороться, обязан использовать любой шанс, чтобы сбросить с себя оковы рабства. Если народ прекращает бороться за свою свободу, он просто исчезает. Башкиры никогда не оставляли попыток стать независимыми. Не оставляют они такие попытки и сейчас. Не оставят они этих попыток до тех пор, пока не станут свободными, а Республика Башкортостан независимым государством. Надо просто идти до конца. Я вам зачитал текст из своей книги, которую я написал в 2023 году. Называется она «Записки башкирского националиста Кукбуре». Кому интересно, вы можете прочитать по ссылке под этим видео. На этом все. Надеюсь, вам было интересно. Пишите в комментариях, подписывайтесь на мой канал. Хау булығыз, хурматлы милләттәшләр. До свидания.